Добрый день, уважаемые участники и эксперты. Меня зовут Попов Алексей, ученик 10 класса Крисхаджайской школы. Тема моего доклада — учет и сохранение зимующих птиц в окрестностях села Крисхаджай Талдыконского района. Актуальность, огромную роль играют исследования по учету птиц, которые позволяют выяснить их численность на определенной территории. Целью работы — проведение учета и слежения за состояниями популяции зимующих птиц в окрестностях села. Задача. Первое. Изучить видовой состав численности птиц. Второе. Изучить характеристику особенностей распределения их по биотопам. Третье. Изучить зимнее питание птиц. Четвертое. Выявить малочисленные и промысловые виды птиц. Объекты исследования — орнитофауна окрестности села. Предмет исследования — зимующие птицы окрестности села. Научно-практическая ценность работы: по проведенным исследованиям установить видовой состав птиц, особенности их распределения по окрестности села. Я проводил учеты с помощью метода маршрутного учета пернатых. Это фотография с учетом. Зимнее питание птиц довольно интересно. К растительноядным относятся 10 видов, к многоядным 4 вида, питающихся беспозвоночными 5 видов, позвоночными 1 вид. Учеты численности птиц в окрестностях села проводились с 2018 по 2020 по нижнему течению реки Алтай. Это таблица учета, который проводился с 2018 по 2020 год. В 2018 году 5 и 7 марта проводились в местности Менреки и Тамтор. А в 2019 25 до 27 февраля в местности Тадор, Такы, Талон. В 2020 году 29-31 января в местности Ютах, Ичигас и Янбас. В заключении, в районе исследований выявлено 4 отряда птиц, которые относятся к самому... Это воробьинообразные, к которым относятся вороголовая гаичка, сиреголовая гаичка, кукши и так далее. Отряд дятлообразный — это дятел малый, трехпалый и пестрый. Отряд курообразный — тетерев, белая, куропатка, рябчик, булхарь. И отряд совообразный — истребиная сова. Второе. Птицы были обнаружены на биотопах березово-лиственничный лес, лиственничный и ивово-березовый лес, еловый и ивово-березовый лес. Зимующие птицы питаются семенами и плодами деревьев. Некоторые питаются беспозвоночными и позвоночными животными, а также разной пищей, например, ворон. Некоторые птицы приспособились добывать пищу на территории населенных пунктов, свалки, животноводческих комплексов. Так перезимовывают вороны и воробьи. У ряда зимующих птиц отмечается запасание корма, например, гаичка, поползни и вороны. Четвертое. Из обнаруженных птиц к малочисленным относятся сенгир обыкновенный, шур обыкновенный, поползень, желно-галый дятел, синица большая. Пятое. К промысловым птицам относятся тетерев, рябчик и глухарь. Шестое. Плотность населения птиц окрестности села Крисхаджай меняется каждый год. Это зависит от кормовой базы, неблагоприятных условий и отстрела. Седьмое. В Якутии зимует 48 видов птиц. Во время учета мы обнаружили лишь несколько видов зимующих птиц. Дальнейшее продолжим свои исследования. Восьмое. Таким образом, учет птиц — это традиционная форма изучения пернатого населения родного края. Спасибо за внимание.